275 800 человек. Именно столько жителей в Стерлитамаке. Второй по численности город Башкортостана в 2021 году отметил свой юбилей – 255 лет со дня основания. В 2021 году в Стерлитамаке по программе «Башкирские дворики» преобразили территорию домов номер 32 по проспекту Ленина и номер 1 по улице Голикова. Глава Башкортостана Ради Хабиров всегда досконально и дотошно интересуется, все ли понравилось жителям, все ли в порядке. Здравствуйте. 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 Как Так. дела? Нормально. У нас тоже хорошо. Трудно справляемся. Ну, довольны площадкой? Да. Ну, расскажите что-нибудь. Что здесь? Во что играете здесь? Ну, конечно. Ноги Вы Ради Фаридовича знаете? Да. Наш глава республики Дорогин. Да. Ну вот к вам гость сказал, скажите спасибо ему. Это вам спасибо. Спасибо. Бегайте, бегайте, давайте. Можно с вами? Здравствуйте, можно с вами? Давай. Спасибо вам. До свидания. Здравствуйте. Ага. Я вот просто хотел спросить, с вами-то советовались, когда делали дворы? Советовались. В смысле, по устройству площадки, конечно, советовались. А начинали для того, чтобы захотеть вот эту, попасть в вашу программу, мы, конечно, старались очень даже. Мне сказали, убитый двор был, говорят, да? Очень такой древний. И здесь я вижу дома такие простые. Наверное, здесь... 63 года, очень старый дом. А в ремонт подъездов зашли, нет? Нет. Не Мы зашли? еще не вошли в вашу программу. А сколько домов вот здесь вот? Здесь порядка, вот в этом микрорайоне порядка 20 домов. Сколько подъездов? 100 подъездов, да? Да, где-то так. Если на следующий год уже дойдем, финансирование сделаем тогда? Конечно, да? Сделаем конечно. тогда здесь. Да, Я мы поручение, очень да? благодарны будем. Сами Да, тоже подъезды. посмотрите, что вы хотите в подъездах, ладно? И самое главное, контролируйте. Потому что все-таки нет-нет, там сталкиваемся с... Ну, это жизнь такая, иногда делают некачественно. Поэтому найдем подрядчика, а вы проконтролируйте. Но здесь я тоже гляжу, парковки вроде сделали, детям есть где бегать. Газон, наверное, тут уж посадили, да? Да, посеяли, А то мы, гаражи. у нас, да, нету культуры еще газона, но очень красиво будет газон и так далее. Ради Фаридович, у вас вот эти программы, ну, просто замечательные. Вот эти две программы очень даже прям, ну, Да, это, стоящие. знаете, мне по секрету, вот мы же изучаем тоже, мы же когда деньги смотрим, думаем, вот очень много надо мостов строить. У нас, обещал, мост очень дорогое удовольствие. На мост, некоторые мосты стоят, вот нужно сейчас в Уфе один мост начать строить, 10 миллиардов, 10 миллиардов. Новый совсем мост, да? Да, новый, да, это на интернациональный, там 8 миллиардов с копейками. Вот мы сейчас смотрим, но когда дворы, люди в первую очередь, вот важная вещь какая, вы тоже почувствуете, вот в следующем году мы делаем подъезды, и я вам точно говорю, что в вашей квартире процентов на 10-15 вырастут. В идеале, конечно, в идеале, чтобы подъезды сделали. Поэтому вот сразу решаем, в следующий год пройдем подъезды. Крыша-то не текут, ничего? Нет, пока все Крыша нормально, исправили. да? Вот у нас как раз у нее текло, исправили. Исправили, да? Потому что вот, Все в порядке. а так вот и детям побегать, и Есть где побегать, да. Воспитанием бы еще родители занялись бы хорошим, чтобы дети ценили вот то, что вкладывает это есть. Вы знаете, республика, город. мы делали в Уфе богатые такие ремонты. Мы сделали несколько парков таких богатых. Вот прям туда вложили и много-много и этих. Ну, слушайте, пришли, выломали. Я думаю, со временем люди не привыкли, со временем будут и так далее. А вот, Владимир Ильич, надо смотреть, дворы делать в первую очередь. Вот старые дома, вот, где старые дома, тут скромные люди живут. Они там ничего не просят, как правило. Вот сюда надо проходить. Старые, да, вот старые. У нас и цель такая, чтобы вот начнем со старых и потихонечку закрутим. Мы, значит, в первый год дворов сделали сразу 400 дворов. Прям вот хорошо было. А вот на этот год, на всю республику, мы сделали всего 130. 130 мало. Потому что коронавирус. Нет, коронавирус еще. Вон я ездил сейчас в вашу больницу, посмотрел, инфекционная. Она же вам останется. Инфекция уйдет, а эта больница будет обыкновенной, многопрофильной. Там у нас родильное отделение есть, там хирургическое, полностью упакованное. Поэтому это считайте, вот коронавирус уйдет, у вас будет хорошая больница. Аккуратная, Спасибо вам за чистенькая. большую больницу, хорошую для нашего города. Да, поэтому это тоже полезно. Мы что договариваемся? Следующий год подъезды
там у меня, это я сказал, значит, к вам придут в следующий год вот эти дома. И сюда пойдем дальше делать. Я когда пока ездил, еще видел, дворы маленькие, ну, они чистенькие, аккуратные, но не обустроенные, как ваш двор. Здравствуйте. Здравствуйте. Президента увидали. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, раз дети довольны, Подрядной вы довольны. организации, надо сказать, тоже спасибо. Они молодцы, Да. ответственно отнеслись. Работают ребята, как звери, хорошо работают. Не везде так. Не везде так. Не везде. А здесь старались у нас. Дай бог, молодцы. но вы их должны контролировать. Я у себя с Белого дома не могу все контролировать. Для этого глава есть. Ну, мы, пенсионеры, знаете, не отказываемся от своих обязанностей, мы будем контролировать. А вы вообще знаете, что Стерлитамак победил в федеральном конкурсе? Знаете это, нет? Получите деньги. Деньги На историческую часть. Там будет историческая часть, там соляная пристань и вот набережную сделают по-человечески. Это очень престижно получить выигрыш впервые. Вот мы благодаря этой программе практически 22 районных центра и города в порядок наводим. Поэтому Стерлитамак я вот поздравляю, молодцы, хорошую заявку сделали и так далее. Поэтому и сейчас из предприятий, город у вас очень уютный. Он один из самых уютных городов, это правда. Но я хочу вам сказать, что так долго не будет продолжаться, я имею в виду, появляются другие уютные, еще более уютные. Не надо отставать. Если я Янаул часто езжу, бывает там, Янаул город сказкой становится. Там настолько аккуратно, все пострижено. А вчера я был в Сибае. Да, вчера я в Сибае был. Сибай всегда был запущенным городом. Но сейчас уже начали и гранит ставить, уже сажать деревья, растения, брусчаточка красивая, памятники. Города То есть зависит и от потихоньку. самих жильцов. Это от людей очень много зависит. От людей много. Это еще смотря, как люди, вообще к городам будут к своим относиться. Знаете, а это же как? Люди в массе своей положительно. Сперва не бурчат, потом критикуют, потом кричат. А потом, когда видят, что мы слово держим и работаем, они нашими союзниками становятся. Поэтому тут такое. Вот этот дворик, конечно, молодцы, да, все хорошо, спасибо. Я проживаю, волнуюсь, 3-4, гостинка, вы знаете, да? Да. То, что у нас творится, А что там творится? так ради интереса можете пройтись. Плохо там, да? Там ужасно. Тем более красная, она не Но красная сделаем в линия, следующем да. году. Да будем делать, красиво. Там Вы слышите? Нет, вода. подождите. Вы слышите, он что говорит? В следующем году сделаем нормально? Он слово дает, а я... Помните, мы успели, да, наш дом? Да я сделать? помню. Сама я была, да. Я помню. Уже 2 года прошло, ничего не меняется. Управляющая компания поменялась, Послушайте. и крысы, и тараканы, и все. И 20 лет прошло, и 30. 2 года прошло, а на 3-й год сделаем. Договорились? Здесь сделаем подъезды, и еще даем вам сюда деньги на ремонт дворов. Не только ваши. Ваши вот туда, а это вот туда надо. Вот дорога идет. Владимир Иванович решит. С одной стороны, я понимаю, что мы хорошее дело сделали, что все детишки сюда делают. Плохо то, что зачем они сюда бегают, у них свои дворы есть. Должны быть, Да. Но вы уж так не говорите, не пустите. Это все мы лучше сделаем. Вся округа, да, все детки сюда бегут. Я Прям понимаю. спасибо. Поэтому расширим сейчас, чтобы каждый у своего дома был. Ну ладно, ребят, все. Можно сфоткать? Давай быстренько. Мы поменяли, у нас же ИП Надежды, мы поменяли. Yes? Поменяли. До свидания. Давай. Давайте. как будто. Так, давай. Где? Спасибо. Так, давайте вот красавица. Это сестры, что ли? Да. А можно 3? там слово, извините? 2. Спасибо. Спасибо, с праздником. Почти 3 года прошло, как Ради Хабиров вернулся в Башкортостан. За это время в его рабочих поездках такого объекта еще не было. Новый кассово-инкассаторский центр Сбербанка построили в Стерлитамаке. И построили по последнему слову техники. Деньги и ценности здесь крепко охраняют. Вам огромное спасибо, что такие условия создали. У нас получилось реализовать проект этот. Уважаемые гости, Это вот это все центр. А вот этот центр, это вот гора. инкассаторского центра. Производственная инфраструктура центра включает в себя кассы обработки банковских ценностей, в
в том числе наличных денег, слитков и монет из драгоценных металлов, вас приветствует театр танца Стерлитамакского театрально-концертного объединения. Дорогие друзья, для приветственного слова приглашается секретарь Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия», глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. Добрый день, дорогие друзья. Владимир Иванович сегодня в гости позвал, поэтому приехал вместе с вами день рождения города отметить. И говорят, вот новый у вас кассовый инкассаторский центр, красивый, хороший. Я всегда очень радуюсь Стерлитамаку, и сегодня нашему дорогому Сбербанку хочу сказать спасибо. Помимо того, что он сегодня открыл, это наш крупнейший работодатель и один из наших надежных партнеров во всех наших добрых делах. Вы присутствуете, когда мы принимаем решения по развитию экономики, по социальной сфере, по жилищному строительству, везде, где вы есть. Поэтому спасибо большое. Мы очень признательны Сбербанку, что это все-таки и современный банк, и в то же время он понимает, что в такой большой республике, как наш Башкортостан, где много сельского населения, вы очень аккуратно и бережно относитесь к тому, чтобы все-таки сохраняли свои представительства на территориях. За это вам большое спасибо и очень надеемся, так и будет. А вот то, что вы здесь построили, вот такой замечательный центр, это говорит о том, что вы с нами и также дальше будете вести. За это огромное спасибо. Ответственные, очень трудолюбивые здесь жители живут. Вы знаете, вот я скажу, что президент в этом году принял очень важное решение для Стерлитамака, для вас. По СОДе у нас сегодня большие, огромные планы. Поэтому вот точно говорю, как Стерлитамак был одним из самых красивых и развитых городов, он еще краше будет. Спасибо вам. Для приветственного слова приглашается председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Евгеньевич Суховерхов. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я счастлив, что сегодня, в день города Стерлитамака, мы можем сделать такой подарок. Современный, инновационный кассово-инкассаторский центр. Этот центр будет обслуживать свыше 1000 поездок в день. Здесь будет работать 90 сотрудников. И это знак того, что мы развиваемся. Оставаясь по-прежнему основным финансовым партнером, мы будем развивать наше сотрудничество в новых направлениях бизнеса. Я, Радий Фаритович, очень благодарен и вам лично, и правительству республики, и главе города за поддержку, за помощь в реализации этого проекта. Вы видите, что проект комплексный, достаточно сложный, потребовавший больших инвестиционных затрат. Люди вложили свой труд, мы большой объем работ проделали. Всех жителей города Стерлитамак я поздравляю с днем рождения, с праздником. Я уверен, все получится, в том числе и с нашей помощью. Спасибо большое, еще раз с праздником. Для торжественной церемонии передачи ключа приглашаются Деда Марина Владимировна, руководитель направления Департамента строительства Центрального аппарата и председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Евгеньевич Суховерхов. Добрый день, дорогие коллеги, уважаемые гости. Сегодня открываем большой для нас офис, новый офис для Сбербанка. И хочу сказать большое спасибо всем коллегам, нашей команде Сбера, которые нам помогали в реализации этого проекта. Потому что вместе мы команда. И у нас с вами все получилось. Спасибо. Для поощрения благодарностью главы Республики Башкортостан приглашаются работники башкирского отделения Сбербанка. Азамат Халилович Назаров, начальник Центра комплексной поддержки. Игорь Сергеевич Кузнецов,
региональный директор, начальник отдела по работе с корпоративными клиентами города Стерлитамак, управление продаж корпоративным клиентам. Фанис Фаритович Асфандияров, менеджер по продажам продуктов управления безналичные решения. Евгений Александрович Титов, начальник сектора инфраструктуры Центра комплексной поддержки. Руслан Люнерович Мутагаров, начальник сектора управления продаж малому бизнесу. Для поощрения благодарности главы администрации городского округа город Стерлитамак приглашаются работники башкирского отделения Сбербанка. Деда Марина Владимировна, руководитель направления департамента строительства. Ильдар Рахимьянович Хайрулин, начальник отдела охраны. Александр Сергеевич Шишмарин, начальник кассово-инкассаторского центра город Стерлитамак. Денис Сергеевич Иванов, старший менеджер по работе с партнерами жилищного кредитования. Церемония награждения завершена. Уважаемые гости, просим вас пройти для ознакомления кассово-инкассаторский центр. Я бы хотел показать самый центр, заветное, наверное, место банка. Вы не идете? А может, нам не надо этого смотреть? Чтобы нам потом вопросов не было. Здесь шизовые двери, пока это не закроется, та не откроется. Это же автоматика, да? Райфович, нам туда нельзя было, вы-то что видели? А не скажу. Вы это всем расскажете. Ну, много денег я там видел. Но они надежно хранятся? Очень надежно. Даже не пытайтесь. Помещение, где у нас дежурный инкассатор. В онлайне они наблюдают передвижение где автомобили ваши, по маршруту, практически объединен в общую систему по всей Российской Федерации. Если происходит с машины какая-то ЧП, ударные детекторы стоят, то одновременно, тут можно вот сейчас, наверное, продемонстрировать. Да. 209. Нажми кнопку тревоги. Либо тревожная кнопка, либо удар. И вот включаются круговые камеры на машине, то есть мы видим всю дорожную обстановку. Можно и в самой машине, камеру, да. Посмотреть движение, то есть какие происходят. Да, здорово. Каждая машина оборудована камерами, внутренними, наружными. Моментально сразу контроль ситуации берется. Это, в общем-то, позволяет значительно упростить вопрос как поимки, если злоумышленник. У нас все равно нет нападений-то бывает, к сожалению. У нас был трагический случай. Был? Да. В Стерлитамаке? В Башкирии был, да? Ну это было давно достаточно. Давно, да, я помню. Да. Но все-таки нет, это появляется. Спасибо, всего доброго. До свидания. Небольшой стенд мы сделали. Из оборудования, может быть, интересного. Злоумышленники сейчас фактически бесполезно нападать на инкассаторов, поскольку данный контейнер, он окрашивает при ударе деньги в разные цвета, которые несмываемой краской. Фактически деньги уничтожаются. То есть, если начать вскрыть его, там... Сверлят, если как-то нарушается герметичность, без введения кода, без вскрытия ключами. Внутри произойдет почему почему это мы не рассказываем, чтобы у людей не было... Это рассказываете? Показывать надо, рассказывать, что это действительно бессмысленно. Принято ради усилий. Но мы, наши коллеги есть, мы это будем рассказывать, что на самом деле, что какую-то горячую голову глупую от этого остановить. Сразу окрашиваются деньги. То есть бессмысленно, даже если они захватят. Взрывается, пистон, и деньги окрашиваются и фактически становятся непригодными к дальнейшему использованию. И что делать? Бессмысленные любые посягновения. Это все прошлое, наверное, да? Это прошлое, да. Вот раньше были такие инкассаторские сумки. Да, я помню еще, да. Все теперь в прошлом. Кстати, надо сказать, наверное, раньше в каждом райцентре у нас были подразделения инкассации, их у нас было 50. А сейчас вы оптимизировали и собираете? Их 14. Да. Вы здесь несколько районов обслуживаете, да? Безопасно, современно, эффективно. Райфович, неожиданный визит в Сбербанк. Первый раз, честно говоря, с вами за 2,5 года. В Стерлитамаке же день рождения сегодня. Да, у вас одежда такая неофициальная. А я сегодня, во-первых, у меня неофициальный визит.
У меня сегодня выходной вообще. Вы сегодня как секретарь партии «Единая да, Россия». я как сегодня партийный руководитель. Вот. И что Сбербанк? Вот они открыли здесь кассовый инкассаторский центр, который обслуживает несколько районов. Вот. Ну, правильно, хорошие условия. Это же работа очень ответственная и непростая. Спасибо, до свидания. Ну, надежно здесь защищено все, потому что здесь же не бывают все. Конечно, весь периметр защищен. Поэтому мы же с вами и просили всем этим жуликам, у которых в голове может быть шальная мысль, бесполезное занятие, и, как говорится. Все в надежных руках. Это вот мобильный офис, да? Мобильный офис, да, выдаленные населенные пункты. Как вы правильно сказали, можно для нас важно охват, чтобы был максимальный. Это место сотрудника, давайте документы откройте. А вот так? Да. А сколько таких у вас? 28 по территории республики. 28, ага. Сам большой. А вот что здесь можно? Вот он приехал в деревню, например. У меня нету счета, я могу здесь счет открыть? Полностью. Могу деньги сдать, могу оплатить все. Абсолютно. Могу деньги снять даже, да? То есть здесь есть какая-то, определенная сумма. То есть все вот это можно, кредит, да? Подать заявку на ипотеку. Получение ипотека более сложная, а так полный спектр. А он приезжает и в деревне там на день, да, на несколько дней? Определенный четко график, когда он присутствует. В день может 2-3 села объехать. Здорово. Автономная система, точка доступа. 28 мало, наверное, для республики-то. Побольше надо. Выстраиваем маршруты в зависимости от того, если есть потребность, готовы двигаться ради передач. Да. А вы давно начали это катать? Я думаю, что мы всегда были зачинателями моды, поскольку больше, чем в Башкортостане, таких пунктов нет. Они работают достаточно давно. Но у нас, я говорю, и села много. Более 5 лет точно мы поддерживаем это. Отличная машина. Вот новая машина пришла. Стараемся везде дотянуться. Мы понимаем, что у людей все равно есть потребность в живом банковском обслуживании, несмотря на то, что мы цифровой бизнес активно развиваем. Мы понимаем, что мы должны быть рядом с людьми. У нас это социальная ответственность, мы очень серьезно к этому относимся. Спасибо. До свидания. Спасибо огромное. Спасибо. Для нас большая честь. Спасибо за внимание. Можете на нас всегда рассчитывать. Спасибо. Мы очень, я говорю, слаженно работаем. За добрые слова. Спасибо. И команда у вас очень хорошая. Спасибо, что благодаря сотрудничеству, еще раз говорю, максимальная требовательность это дает нам возможность развиваться. Спасибо. Всего доброго. До свидания всем. До свидания. Продолжается рабочая поездка главы Башкортостана Радия Хабирова по Стерлитамаку. И мы отправляемся в городской дворец культуры. Построили его 47 лет назад. Понятно, что проблем в этой связи много. Здание нужно ремонтировать. Это вот этот ДК делает надо? Да, Райферич. Фасад-то мы сделали все. Фасад сделали, а внутри, да. Я понял. Но внутри мы там, проект, если что, покажу потом. Так, документы все в Минкульте лежат. С 1976 года ничего не делают. Ничего не делают. В 1974-м как запустили все. Электрику менять надо, сантехнику менять надо. Здесь полностью. А вот этот фасад вы сделали, да? Да. Это мы за свой счет делали. А сколько? 250-летию делали, он обошелся у нас 130 миллионов. Тоже вложились. Но это мы сами делали. Но мозаику мы все оставили. Проект можно разделить? Благоустройство и внутреннее. Я думаю, что постараемся. А если благоустройство внутреннее, что вам что выгоднее начать сперва? Я бы лучше благоустройство на себя бы взял. Благоустройство, да? Да. А потом уже... А вообще, Рафаэль, лучше, конечно, внутрянку сначала сделать. Давайте сфотографируемся. Да, спасибо. Необычная фотография, Радифович. Да, разные есть. Радифович, Стерлитамак второй по величине город, у него мощная экономика, прекрасные люди. А что куда будем дальше двигать? Что говорим? Что двигаться? Развиваться будем. Стерлитамак очень уютный город. Он всегда шел, скажем так, у нас в первых рядах и благоустройства. И стерлитамакцы всегда отличались каким-то, знаете, особым отношением к своему городу и так далее. Но вот наша задача сделать все города такие, ухоженные, чистые, красивые. А Стерлитамаку есть куда развиваться. Тут мощнейший промышленный блок. Вы все знаете, такие предприятия. По ряду предприятий у нас, к сожалению, есть ряд тревог. Будем расшивать, мы это уже умеем. Требует в
вхождение в дела, сейчас и понимание дальнейшего развития соды, конечно, об этом я говорил. Ну и в целом вот развиваться. С праздником. Но Стерлитамакцам не стоит тревожиться, экономика крепко стоит на ногах. Крепко стоит, абсолютно крепко стоит. Знаете, в экономике же как бывает? С праздником, до свидания. С праздником. Вот какие-то предприятия вылетают из конкурентной борьбы, какие-то, наоборот, становятся сильнее. Наша задача вот грамотно всем этим оперировать. Больших тревог у нас нет. Рафич, а вот вы бываете на днях рождения городов, сел, деревень, у каждого же свое лицо? Конечно, абсолютно. Каждый город абсолютно уникален. Но наша задача, чтобы города вот становились более современными. Сейчас людям, вот, во-первых, вот даже такая простая программа, как дворики, вот они требуют, чтобы мы зашли, отремонтировали дворы. Много очень убитых дворов, которые жить-то там страшно, как говорится. Люди вам поверили, программа зашла? Да, зашла, и я работаю. Я обязался в 2024 году сделать. Справимся? Справимся, но, честно говоря, это мало. Хочу еще больше. Спасибо.